Сегодня в Чувашии завершился форум земляков «Знай наших». Он собрал выдающихся уроженцев республики со всех уголков страны и зарубежья. Спортсмены, художники, актеры, дизайнеры и государственные деятели за круглыми столами обсуждали сельское хозяйство, промышленность, туризм, искусство и бизнес, успехи и развитие в Чувашии. В Чебоксарах собрались работники санаториев Башкирии, Татарстана, Мариэл, Ульяновской и Самарской областей. Они приняли участие в круглом столе «Медицинский и санаторно-курортный туризм». В Чувашии насчитывается 16 санаториев. Среди них и частные, и государственные. Минеральная вода, лечебная грязь, хвойные и сероводородные ванны. В 4 санаториях Чувашии для оздоровления используются природные богатства. Чувашская республика, она очень маленькая и компактная, но тем не менее у нас есть готовая инфраструктура, у нас есть природно-лечебные факторы, у нас есть и грязи, и климатические факторы. Заместитель главы Республики Карелия Владимир Тимофеев – уроженец Чувашии. Он хорошо знает, как работают местные здравницы. В связи с этим и предложил создать более тесное сотрудничество между Чувашией и краем озер. У нас, да, красиво, у нас хорошо, у нас замечательно, но в Чувашии тоже есть чем гордиться. Нам надо наши туристические потоки перенаправить с учетом того, что у нас есть, что здесь есть лечение санаторно-курортное. Нам нужно наших людей из Карелии привозить сюда, а отсюда людям из Чувашии ездить смотреть красоты Карелии. А сколько выдающихся аграриев-уроженцев республики, учитывая, что Чувашия – сельскохозяйственный регион. Именно благодаря им из года в год удается добиваться рекордных показателей урожайности. В этом году исторического максимума удалось достичь в сборе зерновых и масличных культур, овощей защищенного грунта. При этом уборка урожая еще продолжается, и склады будут и дальше пополняться зерном и овощами. Предварительные итоги развития сельского хозяйства подвели на площадке актуальные вопросы развития АПК. Сегодня Чувашия в лидерах по госсубсидированию. На 1 гектар пашни выделяется в среднем почти 4000 рублей. К слову, в России это среднее значение 2500. В ПФО – 1800. С этого года мы начали поддерживать самозанятых. Это очень важно. В этом году зарегистрировано пока более 6000. Около 15, уже 19 миллионов они получили господдержку. С этого года мы возмещаем 99% на закупку коров. Это, коров начали наконец-то люди покупать, наверное, повидели, как первые люди получили возмещение затрат. 70 тысяч мы выплачиваем за каждую корову, но одна семья пока может заказать не более 2 коров. Также возмещается 40% на технику, затраты на производство овощей, картофеля, мяса, молока. Завершением деловой программы форума стало пленарное заседание «Чувашия и мир». На нем отметили, важно не только гордиться своими земляками, но и делать все, чтобы таких людей появлялось еще больше. Поддерживать одаренных детей, поощрять талантливую молодежь, чтобы у каждого была возможность проявить себя. В республике все эти формы поддержки в действии. К тому же хорошо развито межрегиональное сотрудничество и культурные связи. Я вас уверяю, Чувашия в ближайшее время очень серьезно изменится, облик ее изменится. И качество жизни очень серьезно изменится. И вот те наши земляки или те люди, которые ощущают себя сопричастными с нашей республикой, они обязательно внесут свой вклад вот в эти серьезные, грандиозные, очень важные изменения в жизнь нашей республики. Чувашия – это часть России. И, конечно, сила России всегда в регионах. В рамках форума Чувашский национальный конгресс и Федеральная национально-культурная автономия Чувашии России подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, которое откроет еще больше новых возможностей уже для совместной деятельности. Поможет сохранить самобытность, чувашский язык и национальную культуру. Наши земляки, они сами хотят объединяться. Кто локально проживает. В Чувашии созданы все условия. Они тянутся, они хотят приезжать в Чувашию, хотят изучать чувашский язык, который за пределами. Ну и, конечно, они любят все малую родину. Знать историю выдающихся земляков важно. На их примере воспитывается подрастающее поколение. Форум «Знай наших» прошел впервые, но уже открыл много новых возможностей для дальнейшего развития экономики, промышленности и туризма Чувашии. Анна Центовская, Алина Сусметова, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Николай Скворцов, Андрей Шоклев. Республика.